Добрый день, уважаемые участники, наши гости. Мы рады вас приветствовать на церемонии награждения победителей и призеров республиканского конкурса профориентационных проектов. Все мы прекрасно понимаем, что в современном мире требования к индивидуальным особенностям человека неуклонно растут, а цели и характеры труда, благодаря рыночным отношениям, предъявляют людям необходимость все более высокого профессионализма в выбранной профессии. Также требуется готовность к постоянному повышению квалификации и личностному развитию. И в подобной ситуации школьная профориентация становится актуальной как никогда и должна обеспечить качественную подготовку для школьников всех возрастов. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что цель профориентационной работы в школе – это как раз-таки подготовка вас, обучающиеся педагогами, к самостоятельному и осознанному выбору профессии, которая должна являться обязательной частью гармоничного развития любой личности. И именно с целью развития инициатив обучающихся, направленных на формирование осознанного выбора будущей профессии, поддержки творческого потенциала молодежи в рамках профессионального самоопределения, выявления успешного опыта работы образовательных организаций по разработке и реализации программ профессиональной ориентации обучающихся, Коми Республиканский институт развития образования впервые проводил республиканский конкурс профориентационных проектов. Особенностью данного конкурса стало то, что участниками этого конкурса у нас стали масса категорий граждан. Это обучающиеся с 1 по 11 классы. Это студенты средних профессиональных образований и высших профессиональных образований. Это педагоги и педагогические работники, опять-таки же, разных направлений своей деятельности. И мы очень рады, что вы все смогли принять участие в этом конкурсе. Для приветствия участников конкурса слово передается проректору по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования Марине Анатольевне Габовой. Пожалуйста, Марина Анатольевна. Добрый день. Мы рады приветствовать всех участников конкурса профориентационных проектов и будем рады сегодня объявить имена победителей конкурса. Действительно, вопросы профориентации сегодня выходят на первый план в нашей системе тех механизмов, которые мы используем для управления качеством образования в наших образовательных организациях. С 7 по 27 декабря 2020 года Коми Республиканский институт развития образования провел конкурс, республиканский конкурс профориентационных проектов. Мы очень рады, что на наш призыв принять участие в конкурсе откликнулось очень много участников. Это 88 работ мы получили из 11 муниципальных образований и городских округов и муниципальных районов Республики Коми. Конечно, прежде всего, как обычно, нас радует Сыктывкар. 19 работ мы получили из Сыктывкара. Активно себя проявили Воркута и Ухта, 13 и 12 работ соответственно. И мы рады, что к нам присоединились и наши сельские муниципальные районы. Например, из Карткировского района мы получили 9 работ, из Сыктывдинского района 4 работы, из Усть-Илымского района были присланы 5 работ. А как уже сказала Наталья Николаевна, в качестве участников у нас были представлены различные категории. Они принимали участие в конкурсе по различным номинациям. Самая многочисленная номинация получилась среди обучающихся первых-четвертых классов профессии моей семьи. 37 работ прислали ребята для участия в конкурсе по данной номинации. Очень активно себя проявили педагоги. В номинации «Мастерская профориентация» мы получили 28 работ от педагогов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования.
Также активно себя показали и ребята, обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций. Сегодня мы с вами увидим самые яркие изюминки, наверное, да, тех работ, которые были присланы вами на конкурс. Можно отметить, что все работы, присланные на конкурс, были очень разнообразные, интересные, актуальные. Многие из участников конкурса проявили свои творческие способности, не просто представив то содержание, которое было необходимо предъявить, но и оформив его с помощью различных изобразительных средств, в том числе и поэтических средств. Итак, мы начинаем нашу церемонию. Ну что, наступает волнительный момент. Мы переходим к церемонии награждения. Коллеги, мы вас все и участники, мы вас видим. Ведущие церемонии награждения Елена Владимировна Рочева и Исаева Наталья Николаевна. Мы постарались, коллеги, действительно профессиональный конкурс. Мы члены экспертного жюри, а я входила в том числе в экспертное жюри. Буквально пару слов скажу. Марина Анатольевна отметила уже, что работы были разнообразные. Было 5 номинаций. Соответственно, ко всем номинациям предъявлялись разные требования. И я вижу на экране, что у нас есть представители всех номинаций, кроме самой первой. Первая номинация – это «Профессии моей семьи», где обучающиеся 1-4 классов, а там, как Марина Анатольевна сказала правильно, самая большая номинация, 37 работ. И когда, то есть обучающиеся должны были либо нарисовать рисунок, либо сделать презентацию, и фактически вы вот сейчас в небольшом видеоролике видели, какие работы наши конкурсанты представляли. Мы сделали лишь выборку, несколько работ. Члены жюри отмечают, что работы действительно были очень интересные. Некоторые выполнены самостоятельно, и это видно, когда первоклассник рисует сам. Некоторые были выполнены целым коллективом, я так понимаю, с привлечением ресурсов семьи. Но, тем не менее, все члены жюри отмечали, что работы им очень понравились. Мы сейчас с Еленой Владимировной перейдем к зачитыванию победителей и призеров данного конкурса по всем номинациям. Но прежде чем мы к этому волнительному моменту перейдем, озвучу сразу, что все наградные материалы в электронном формате мы направим на те электронные адреса, которые вы указали.
Мы всем благодарны за то, что вы смогли сегодня подключиться сейчас через Teams. И когда мы будем обращаться к вам, то, пожалуйста, будьте готовы несколько слов ответить нам. Мы с вами про это проговаривали. Итак, Елена Владимировна, волнительный момент. Первая номинация «Профессия моей семьи», обучающиеся 1-4 классов. Пожалуйста. Уважаемые участники, я с удовольствием оглашу список наших победителей и призеров. И начинать мы будем с дипломов 3-й степени. Диплом 3-й степени в номинации «Профессии моей семьи» получат следующие участники. Митин Владислав, обучающийся 4 класса, школы номер 3 города Усинска. Мусин Артем, обучающийся 1 класса Зеленецкой средней общеобразовательной школы. Королева Калерия, обучающийся 2 класса средней школы села Айкино. И еще один участник, который получает диплом 3-й степени, Карауш Захар, обучающийся 1 класса средней общеобразовательной школы номер 9 города Сыктывкара. Поздравляем! И бурные аплодисменты мы Мы надеемся. надеемся, да, мы видим бурные аплодисменты, мы видим ваши эмоции, очень приятно. Диплом 2-й степени Получает в номинации «Профессии моей семьи» среди обучающихся 1-4 классов, получает Макарова Дарья, обучающаяся 4 класса Сторожевской школы, Ахмадулин Андрей, обучающийся 3 класса школы номер 10 города Ухта. И все. Замечательно. Переходим к 1-му месту. Но Дипломы... Здесь интрига. Самое большое количество первых мест во всех номинациях этого конкурса. Елена Владимировна. Да, их 6 человек. Итак, мы объявляем тех, кто получает диплом 1-й степени в номинации «Профессии моей семьи». Радуемся за следующих участников. Рикерт Артем, обучающийся 2 класса средней школы номер 35 города Воркуты. Булышева Любовь, обучающаяся 4 класса Кирчомской средней общеобразовательной школы. И ее же одноклассница Тарабукина Василиса, тоже обучающаяся 4 класса Кирчомской средней общеобразовательной школы. Следующий участник, который получает диплом 1-й степени, это Павлова София, обучающаяся 4 класса средней общеобразовательной школы номер 12, город Сыктывкар. Игнатова Александра и Игнатова Татьяна, обучающиеся 3 и 1 классов средней общеобразовательной школы номер 16, город Сыктывкар. И еще один участник – это Литкова Алла, обучающаяся 1 класса санаторно-лесной школы-интерната номер 1 города Воркуты. 6 человек, кто получает диплом 1-й степени. Поздравляем от души всех, кто в этой номинации получает дипломы. И бурные аплодисменты от наших участников, мы их видим и, соответственно, да. К сожалению, не слышим. Сами понимаете, что детки у нас, вы видите, что от 1 до 4 класса представленные работы, а все работы будут размещены на сайте Института развития образования. То есть вы увидите все эти работы и сможете оценить мастерство наших самых маленьких конкурсантов. А мы переходим к следующей, ко 2-й номинации. 2-я номинация у нас была для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций. Здесь мы просили от наших обучающихся представить древо профессии моей семьи. И здесь меня, как члена жюри конкурсной комиссии, поразило следующее, что один конкурсант или конкурсантка, не будем вдаваться в подробности, потому что это одно из первых мест, представила древо профессии своей семьи, которое включало 42 представителя своей семьи. Ребенок дошел до 7-го колена. Представляете?
какой колоссальный труд, исследовательская работа, но как поделилась поделился или поделилась, хотя, подождите, поделилась мама нашего участника, скажем так, что эту работу они делали на протяжении 2 лет. То есть нам есть к чему стремиться. Также что поразило в этой номинации, здесь один обучающийся представил поэму 16 четверостишей, которую посвятил профессиям своей семьи. И вообще эта семья очень творческая, потому что 2 деток из этой семьи, и оба стали участниками, причем и лауреатами, и призерами нашего конкурса. А вообще в целом в 5-8 классах у нас еще и писали эссе. Поэтому также с этими работами вы сможете ознакомиться на нашем сайте. Елена Владимировна, 3 Огласим список победителей номинации «Древо профессий моей семьи». После таких замечательных слов огласим список. Кто же эти участники, которые сделали такую замечательную работу? Итак, диплом 3 степени в номинации «Древо профессий моей семьи» получают следующие участники. Тренева Юлия, обучающаяся 5 класса средней общеобразовательной школы номер 30 города Сыктывкара. Это Терентьева Валерия, обучающаяся в средней общеобразовательной школе села Мутный Материк. И с Мутного же материка Мауль Глеб, который учится в 8 классе средней общеобразовательной школы. Вейгант Дмитрий, обучающийся 8 класса средней общеобразовательной школы номер 23 города Воркуты. Итак, 4 человека, 4 участника, которые получают диплом 3 степени. Поздравляем тех, кто получил уже знает свои результаты. Ну, Наталья Николаевна, второе место. Мы поднимаемся вверх по нашей табличке, и диплом 2 степени номинации «Древо профессии моей семьи» получают следующие участники. Это, что самое удивительное, как раз-таки один из обучающихся, про которых я говорила, поэма в 16 четверостишей написал обучающийся 6 класса лицея номер 1 города Сыктывкара Сивков Родион. Эта работа поразила, просто действительно удивительно, с какой любовью и трепетом он ко всем своим родственникам отнесся. И получил за это диплом 2 степени. Также дипломом 2 степени награждается Ефремова Виолетта, обучающаяся 8 класса средней общеобразовательной школы номер 23 города Воркуты. Ну и самая интрига, кто же стал победителем в номинации «Древо профессий моей семьи». Диплом 1 степени вручается Сивковой Евдокии, обучающейся 5 класса женской гимназии города Сыктывкара. Как раз-таки сестра Родиона. Замечательно. И Плюснина Зоя, обучающаяся 7 класса средней общеобразовательной школы номер 10 города Ухты. Давайте порадуемся за тех, кто стал победителем в данной номинации. Переходим к следующей, 3-я номинация. Как мы с вами быстро проходим, да? А там коллеги вот как раз уже нервничают, участники. Потому что мы же интригу держали, никому никакие результаты не оглашали, не объявляли. И мы переходим к следующей номинации. Удивительно, но почему-то обучающиеся 9-11 классов очень скупо отреагировали на наш конкурс. Ну, наверное, они готовятся к итоговой аттестации, им некогда. Олимпиады, да, кстати. Но, тем не менее, те работы, которые мы получили, а это должны были быть эссе, либо презентации про формулы профессионального успеха, где учащиеся 9-11 классов представляли, что же для каждого из них такое формула профессионального успеха, и где описывали, каким образом, собственно, они видят этот успех.
Несмотря на то, что было прислано только 7 работ, все работы уникальные. И очень жаль, что не всем 7 можно дать дипломы первой степени. Но, тем не менее, больше всего нас поразили именно тем, кого мы сейчас озвучим. А после этого, Елена Владимировна, я предлагаю у некоторых из них, тех, кто сейчас подключен, спросить их мнение. Ну что, С удовольствием посмотрим на реакцию наших участников, потому что многие из них сегодня подключились к нашему эфиру. Оглашаем список победителей в номинации «Формула профессионального успеха». Диплом 3-й степени в данной номинации получают следующие участники. Которкина Лина, обучающаяся 11 класса Выльгородской средней общеобразовательной школы номер 2. Лина, да, она у нас на связи. И Конакова Светлана и Васильева Елена, это обучающиеся 10 класса технического лицея города Сыктывкара. Поздравляем тех, кто получил диплом 3-й степени в данной номинации. Кстати, Светлана с Еленой рассказывали про то, как они хотят быть поварами и кормить нас вкусными обедами, завтраками и ужинами. И это было очень интересно. Они как раз-таки представили свою формулу профессионального успеха, где рассматривали, какими же качествами должен обладать повар. Дипломом 2-й степени награждается участник, который, сейчас я подсмотрю, потому что, секундочку, который решил, что он хочет стать человеком, без которого, в смысле, хочет преуспеть в профессии, без которой наш мир просто немыслим. Как вы думаете, какая это профессия, Елена Владимировна? Ну, наверное, это профессия будущего. Я не знаю, может быть, это будет космонавт-проектировщик? Нет. Какая-то новая профессия. Но, тем не менее, несмотря на то, что это профессия будущего, но без этой профессии и миллионы лет назад тоже люди жить не могли. Это профессия пожарного. Вот так. Дипломом 2-й степени награждается Жигалев Арсений, обучающийся 9 класса Зеленецкой средней общеобразовательной школы. Арсений, скажи, пожалуйста, как ты дошел, почему ты решил стать пожарным и в чем, как ты считаешь, формула профессионального успеха пожарного? Включи, пожалуйста, звук. Арсений, подключайтесь к нам к прямому эфиру, включите, пожалуйста, микрофон, чтобы мы вас слышали. Все. Слышно? Да, слышно. Добрый день. Здравствуйте. Со вторым местом. Жигалев Алексей Тимофеевич, я ученик Зеленецкой средней школы. Если честно, я сюда приехал только в 5 классе, до этого я жил в Владимирской области. И как я приехал, я особое внимание уделил кадетскому классу. Ну, я подумал, что кадетский класс – это для меня, потому что в кадетском классе более высокая дисциплина, то, что более будет комфортно обучаться и более качественнее. Но когда я туда поступил, я начал более привязываться к профессии пожарного. С того момента, как только я стал пожарным кадетом, у нас почти каждую неделю нас водили на пожарную станцию, и я все больше узнавал о этих людях. Мне очень понравилась эта профессия, и я так же, как, можно сказать, мои старшие коллеги, наверное, точнее даже учителя. Вот, я хочу стать пожарным и спасать жизни других людей. Арсений, а родные вас поддерживают, потому что ведь опасная профессия, мы знаем, что очень многие ваши старшие коллеги, как вы их назвали, они ведь получают звание героя, но уже, к сожалению, посмертно. Не страшно? Нет, не страшно. Здорово. Я знаю то, что от меня зависит жизнь многих других людей. Арсений, низкий вам поклон за выбор такой профессии и за участие в нашем конкурсе. Ждите диплом 2-й степени. А также мы будем ждать, пока вы появитесь
со своей громкой фамилией на экранах телевизоров, чтобы мы вас узнали больше. Спасибо. Спасибо за подключение. Это был у нас Жигалев Арсений, который получил диплом второй степени. И я смею объявить того, кто получает диплом первой степени. А ведь У этого человека, будущее этого человека, которое он для себя определил, очень близко, с моей точки зрения, а если это не так, то сейчас участник меня поправит, к тому, что выбрал Арсений. И Потому что какой он профессии? хочет быть военным. Какие у нас юноши прекрасные. И сидит и улыбается нам будущий военный. Может быть, полковник настоящий будущий, да? Елена Почему бы Владимировна? нет? Да, это у нас Одношивкин Илья. Я, обучающийся 10 класса средней общеобразовательной школы номер 2 города Усинска. Мы поздравляем Илью с победой. Военный у нас впереди. так, Илья, такой же вопрос, собственно, как и к Арсению. Скажи, пожалуйста, а в чем формула профессионального успеха настоящего военного? Добрый день. В чем формула профессионального успеха военного? Я думаю, можно обозначить ее основными правилами, которые могут подойти не только для профессии военного, но и для любой другой. Это целеустремленность, упорство и, самое главное, желание. Краткая сестра таланта военного. Илья, спасибо вам большое. Мы вас поздравляем. И также будем ждать вашу фамилию увидеть в сводках, желательно положительных, и дослужиться до звания полковника. Спасибо вам большое. Мы продолжим церемонию. Очень хорошие работы прислали на конкурс. Обо всех работах можно говорить много, но, к сожалению, только единицы побеждают. И Наталья Николаевна, следующая номинация. Да, следующая номинация. Как я уже говорила в самом начале, у нас ведь работы мы еще получали не только от обучающихся школ, но еще и от студентов. Самая маленькая у нас номинация. Прислано было всего 2 работы, но тем не менее они настолько разные и настолько высоко были получены те оценки, которые выставила жюри. Это работы студентов наших колледжей. И, к сожалению, мы также просили их подключиться, но девочки сейчас учатся, причем я, наверное, могу раскрыть интригу. Одна из них, собственно, будущий медицинский работник, а они в условиях, современных условиях, без медицинских работников, сами понимаете, что они сейчас проходят практики, помогают в больницах, и активно привлекаются. Да, кстати, вон она нам машет, сейчас мы ее подключим. Итак, дипломом 2 степени, Елена Владимировна, я вас сейчас перебила, дипломом 2 степени, да, награждается Ануфриева Юлия Васильевна, студентка 1 курса Сыктывкарского медицинского колледжа специальности медико-профилактическое дело. Юлия Васильевна, подключитесь, пожалуйста. Мы к вам уже как к будущему медицинскому работнику по имени и отчеству, со всем пиететом. Скажите, пожалуйста, почему в такой тяжелой именно эта профессия? Я сразу видела и члены жюри, а вот чтобы все остальные участники услышали. Здравствуйте, я выбрала эту профессию, потому что у меня мама медик, и я хотела продолжить это дело, семейное дело. А специальность медико-профилактическое дело я выбрала, потому что в наше тяжелое время ситуация в стране ухудшилась, многие болеют, и хочется помочь людям, сделать так, чтобы было легче, чтобы люди всегда были здоровые. Вот так вот. Замечательное желание. Юлия Васильевна, скажите нам, пожалуйста, самое главное правило медика. Самое главное правило медика – это помогать людям в любой жизненной ситуации.
Слушайте, у нас прям, Елена Владимировна, я же договорилась сначала, у нас прям трио сложилось. У нас есть пожарный победитель, у нас есть военный победитель. Теперь у нас еще и медик. Какая классная команда у нас, молодых специалистов, растет нам с вами. Очень приятно. Итак, Юлия Васильевна, мы вас поздравляем с победой в данном конкурсе, диплом второй степени. И будем ждать вас уже, собственно, ожидать вас увидеть в кабинетах медицинских учреждений Республики Коми, а может быть и в целом России. Спасибо за участие. Ну и вашу команду взрослых студентов мы подключаем Гилеву Дарью Александровну, студентку 4-го курса Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова, которая получает сегодня диплом 1-й степени. Поздравляем! И эти бурные аплодисменты от всех Да, участников. К сожалению, мы не можем спросить. Потому что Дарья Александровна сейчас как раз-таки находится на учебе, и у нее нет возможности подключиться, к сожалению. Ну, а мы переходим к последней. Вы знаете, самая, наверное, тяжело оцениваемая номинация. Потому что коллег оценивать всегда очень и очень сложно. Причем 28 работ. Всего 3 призовых места. 1, 2, 3. Члены жюри сидели, думали, оценивали очень вдумчиво. Почему мы несколько раз и переносили церемонию награждения. Должны же были 28 декабря подвести. Считайте, почти месяц жюри оценивала, подсчитывала. И, коллеги, хочу тут порадовать, сказать, что, в принципе, работы были присланы действительно настолько разные. Нас порадовало, что очень активно подключались воспитатели детских садов. Представляете, профориентационная работа в детском садике. Я, например, для себя, честно, вот с трудом представляла до этого конкурса, как это может быть. А коллеги нам подсказали и показали. И до профориентационной работы в средних специальных учреждениях, то есть это были мастера производственного дела, это были наши коллеги, преподаватели школ, педагоги дополнительного образования. То есть очень и очень много коллег. Смотрите на эти ожидающие лица напротив нас. То есть мы вот как раз сидим на вас всех, смотрим. Ну что, коллеги, переходим к церемонии подведения итогов и огласим список. Как тяжело было членам жюри определиться. И радует то, что они не остановились на одной работе. В данной номинации 9 участников получают дипломы. И я раскрыла интрижку, но это всего лишь начало, потому что в каждой степени это разное количество мест. Итак, в номинации «Мастерская профориентации» среди 28 работ 3 работы получают диплом 3-й степени. Ильяшенко Светлана Валентиновна и Петряшева Ирина Николаевна получают диплом 3-й степени. Храпова Марина Владимировна, педагог детского сада номер 94 города Ухты. У вас диплом 3-й степени. К вам присоединяется Щанова Светлана Павловна, старший воспитатель детского сада номер 94 города Ухты. 2 воспитателя с одного детского сада получают диплом 3-й степени. Поздравляем вас. И, Марина, очень рада видеть вашу Павловна. Мы вас видим. Скажите нам, пожалуйста, как все-таки проводить профориентационную работу в детском садике? Возраст 6-7 лет. А у вас такой уникальный проект. Буквально 2 предложения, если можно. Попробуйте подключиться. Я понимаю, что тяжело. Слышно меня? Да, слышно. Всем здравствуйте. Ну, обучать с помощью бесед. Вот я целый проект там разработала для как раз-таки детей 6-7 лет. Это им очень интересно. Плюс тут огромную роль играет работа с родителями. Потому что, да, у каждого ребенка родитель работает по разным профессиям. Детям это очень нравится. Поэтому проект очень хороший, я считаю. И спасибо за конкурс.
Вам спасибо за участие. Светлана Валентиновна, буквально пару слов про ваш уникальный проект. Можно, пожалуйста? Да, здравствуйте. Ну, наша работа отличается тем, что в работе представлены игры, настольно-печатные игры, которые можно назвать авторскими. И такая форма организации детской деятельности, как виртуальная экскурсия. И мы с Ириной Николаевной надеемся, что через несколько лет наши дети тоже будут принимать участие в формуле успеха, так сказать. Спасибо большое. Хорошо, вам спасибо за участие. Екатерина Владимировна, насколько я помню, ваш проект был посвящен тому, как обучающихся провести работу по профориентации по вашей специальности, профессии парикмахер. Я правильно помню, Екатерина Владимировна? Микрофончик включите, пожалуйста. Да, добрый день, коллеги, добрый день всем участникам. Да, моя профориентационная работа была направлена на обучающихся детского дома, среди обучающихся в 7-9 классах. Я постаралась максимально объяснить им, показать технологию выполнения кос из 3, 4, 5 прядей. Да? Как всем известно, что коса – это один из самых простых и распространенных элементов прически, да? Но также, в свою очередь, они самые сложные и фантазийные. Ну и, конечно, задействовать всех обучающихся данного детского дома к склонности к выбранной деятельности, может быть, даже профессиональной, к своему будущему. Но у нас зачастую проходят такие мероприятия, мы очень часто выходим и на приюты, и деток учим, и фейс-арту. Но вот в этот раз в участии в конкурсе решила как бы предоставить именно плетение. Повезло вашим девчонкам, честно говоря. Они, наверное, просто красавицы ходят. Екатерина Владимировна, не приедете ли вы к нам в Печору для того, чтобы у нас провести такие же мастер-классы и для сотрудников института, и в целом для наших ребят? С удовольствием. Замечательно. А почему я обратилась к Екатерине Владимировне, Елена Владимировна? Потому что я таким образом плавно перешла к церемонии оглашения дипломантов второй степени. Итаки Сметанина Екатерина Владимировна, мастер производственного обучения по профессии парикмахер Печорского промышленно-экономического техникума, получает диплом второй степени за свое умение плести косы. Мы вас поздравляем, Екатерина Владимировна. Спасибо, спасибо огромное. Вам спасибо. Кроме того, вашу же категорию, да, диплом второй степени получает Ишутина Оксана Александровна, педагог Выльгородской средней общеобразовательной школы номер 2 имени Налимова. Также диплом степени награждается Игнатова Елена Владимировна, учитель Помоздинской средней общеобразовательной школы, и 2 коллег из также населенного пункта средняя общеобразовательная школа села Обьячево. Это Руина Мария Юрьевна и Кетова Надежда Ивановна, которые как раз-таки попытались спроектировать профессию будущего, о которой мы сегодня с вами несколько раз говорили, и учат этому детей, причем обе на английском языке. Представляете, Елена Владимировна? Недостижимо. Недостижимо, но тем не менее они как раз-таки заканчивают группу дипломантов второй степени. Очень интересно тогда узнать, а чем же занимались те, кто представил нам другие 2 работы, которые стали дипломантами первой степени. Очень интересный вариант. Итак, я смею огласить вам участников, которые получают диплом первой степени в номинации «Мастерская профориентация». Ими стали Черных Кристина Ивановна, педагог детского дома номер 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Сыктывкара, и
Табаева Светлана Александровна, это педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы номер 30 города Сыктывкара. Поздравляем педагогов. Ну вот теперь сама интрига, вопрос. О какой профессии говорили вы? Кристина Ивановна, скажите, пожалуйста, да, если вот ее вижу, Кристина Ивановна, скажите, пожалуйста, а, собственно, как вы реализуете свое педагогическое мастерство? Тем более, ну, достаточно тяжело работать с детками из детского дома, как и ваши коллеги. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Да. Спасибо большое за комиссию, за такую высокую оценку моей работы. Но прежде всего я хотела бы вообще отметить, что профориентационная работа с воспитанниками нашего учреждения является одним из приоритетных направлений вообще в воспитательной системе нашего учреждения. Поэтому уже традиционно, ежегодно, в марте месяце педагогами нашего учреждения совместно с воспитателями, специалистами и социальными партнерами мы проводим месячник по профориентационной работе. Данную работу, которую я представила на конкурс, ее можно назвать как бы уже таким заключительным, завершающим этапом в цикле профориентационных мероприятий, которые я проводила в рамках месячника по профориентации. Ну вот подготовительными мероприятиями вообще по профориентации до проведения именно вот этой профориентационной викторины, да, стали проведение практического семинара для воспитанников, в котором они познакомились с профессией криминалиста, с узкими специальностями, да, специализациями, учебными заведениями, в которых можно обучиться данной профессии. Следующим мероприятием стал выпуск профориентационного стенда в мире криминалистов-экспертов, где ребята самостоятельно подобрали материал об истории данной профессии, интересных исторических фактах, о сложностях, привилегиях, да, данной профессии, а также о личностных качествах, необходимых для людей, которые решили связать свою жизнь, да, с этой профессией. Затем для ребят мы организовали выездную экскурсию в экспертно-криминалистический центр МВД Республики Коми, которые являются нашими социальными партнерами, и мы с ними уже взаимодействуем на протяжении нескольких лет именно по формированию правовой грамотности среди воспитанников, а также по формированию устойчивого профплана наших детей. И безусловно, что уже в самом экспертно-криминалистическом центре воспитанники лично познакомились с криминалистами, да, побывали на их рабочих местах. Фактически это получилось как снятие профпробы. Да. Криминалисты показали виды криминалистических экспертиз, которые они проводят на базе своего учреждения. И получается вот завершительный этап уже в цикле вот этих профориентационных мероприятий, вот моя профориентационная викторина в мире экспертов-криминалистов, она как бы в ней я постаралась уже ее, скажем так, организовать таким образом, чтобы больше использовать игровых и кейс-технологий. Почему? Они, безусловно, как бы помогли вот эти технологии вообще активизировать уже те знания, которые они получили на подготовительном, скажем так, этапе, да, в подготовительный период. Сложные проблемные ситуации заставляли детей в этот период учиться, да, логически мыслить, аргументированно, скажем так, излагать свои мысли. И безусловно, что данные вот эти профориентационные мероприятия, они способствовали формированию правовой грамотности среди наших воспитанников. Ну, например, вот в инсценировке, которая называлась «На месте преступления», например, да, дети выбирали для себя роли участкового, дознавателя, криминалиста, свидетелей, то есть людей, которые фактически имеют разные процессуальные статусы, да, согласно Уголовно-процессуальному кодексу. И уже теоретически вот эти знания они смогли воплотить в практической, скажем так, профессиональной пробе вот в рамках данной профориентационной викторины. Кристина Ивановна, колоссальная работа была проделана. Будьте готовы к тому, что мы вас будем приглашать для участия в наших семинарах обучающих и вебинарах, чтобы вы своим опытом поделились с коллегами.
Спасибо, Я хорошо. выступаю за криминалистов города Сыктывкара. Не потянется ли к ним очередь? Да, вот такие Да, вот. дети у нас очень многие заинтересовались, воспитанники. На самом деле очень интересно получилась такая, очень интересный проект. Спасибо вам большое за проект, за подробное объяснение того, что вы сделали. Я думаю, всем будет интересно познакомиться с этим проектом. И вот который после находится на сайте. видите, да, они к вам обращены. Светлана Александровна, у вас ведь совершенно другой проект. Сейчас, секундочку, видела, да? Буквально пару слов из моей родной школы, школа номер 30 города Сыктывкара, также диплом первой степени. Парочку слов. Вас, Светлана Александровна, микрофон, пожалуйста, подключите, и мы вас будем слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Да. Здравствуйте, коллеги. Очень рада вас видеть. Приветствую всех тех, с кем я работала. Очень приятно. Вообще, я занимаюсь робототехникой с детьми с 1 по 4 класс. И проект «Время инженеров» — это наша ежедневная, каждодневная работа. Я обращаюсь к своим воспитанникам не иначе, как мои юные любимые инженеры, техники, конструкторы и прочее. И в результате того, что очень часто ребята задавали вопросы, а кто такой инженер вообще? И когда мы, например, что-то изобретаем, с ними строим, придумываем какую-то модель, обязательно возникают вопросы от нашей именно деятельности. А кто придумал впервые данное техническое устройство, например? Или кто изобрел колесо? Откуда взялась зубчатая передача? И так далее. У нас возникали какие-то имена, лица, ученые, и поэтому весь накопленный материал пришлось всего лишь собрать воедино. Все программы, все то, что каждодневно мы используем, оно и вылилось в данный проект. Всего лишь. Но, тем не менее, ваше всего лишь вылилось в работу, которую оценена дипломом первой степени. Да, очень приятно. Мы вам очень благодарны. Спасибо. Очень приятно вас было увидеть, услышать в нашем прямом эфире. Я думаю, все возьмут себе на вооружение то, о чем было сегодня сказано. Ваша работа размещены на сайте нашего института. Вы можете познакомиться, взять к себе в работу проекты, работы, которые представили участники данного конкурса. А нашим педагогам я бы еще очень советовала посмотреть работы детей, потому что дети иногда предлагают такие решения, и для меня многие работы, а я сама проверяла все эти работы, для меня многие работы участников, в том числе и победителей, стали откровениями того, как видят дети наши профессии, в том числе и профессии педагогов. Мы благодарим всех участников конкурса и надеемся, что наш с вами такой вот первый пробный конкурс станет традиционным, и в следующем году у нас будет не 124 участника, а гораздо больше. Тем интереснее будет соревноваться. Поздравляем. Поздравляем вас еще раз. Ваши аплодисменты друг другу, ваши эмоции. Очень приятно. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Всего хорошего.